Летающая тарелка? Ничего особенного. Тогда я попросил ее показать в качестве примера свои знания в области техники. Ты от меня хочешь, чтобы я рассказала, как работают всевозможные механизмы вашего мира? Ты скажи что-нибудь такое, к чему самые великие наши ученые только-только прикасаются. Скажем, сделай какое-нибудь великое научное открытие. Так я и так это все время для тебя делаю. Не для меня надо, для ученого мира, чтобы они признали это открытием. Ты сделай открытие для доказательства в области техники, космических кораблей, атома, топлива для машин, раз ты говоришь, что все это очень просто. Эти области, по сравнению с тем, что я тебе пытаюсь пояснить, это же, как бы тебе сказать, по-вашему, для сравнения, каменный век, что ли? Вот и отлично, по-твоему, примитивно, зато понятно будет. Ты докажешь свою правоту и подтвердишь, что твой интеллект выше моего. Скажи, например, наши самолеты, космические корабли, как, по-твоему, совершенные механизмы? Нет, они весьма примитивны. Они являются подтверждением примитивности технократического пути развития. Такой ответ насторожил меня, так как я понял, или она действительно знает неизмеримо больше, с чем можно было себе представить обычным сознанием, или ее суждение сумасшедшей. И я продолжал допытываться, в чем же примитивизм наших ракет и самолетов. Анастасия отвечала мне, выдержав небольшую паузу, как бы давая осознать сказанное ею. Движение всех ваших механизмов, абсолютно всех, основано на энергии взрыва. Не зная более совершенных естественных источников, вы пользуетесь таким примитивным, громоздким, с неимоверным упорством, и вас не останавливают даже пагубные последствия от его использования. Ваши самолеты и ракеты имеют просто смехотворную дальность полета, и они лишь чуточку приподнимаются над землей по масштабам Вселенной, а между тем этот способ уже почти достиг своего потолка, что ли. Но это же смешно. Взрывающееся или горящее вещество толкает какую-то громоздкую конструкцию, то, что вы называете космическим кораблем. При этом большая часть этого корабля предназначена решать именно проблему толкания. А какой может быть другой принцип передвижения в воздухе? Например, такой, как у летающей тарелки, ответила Анастасия. Что? Ты знаешь о летающих тарелках и о принципах их передвижения? Конечно, знаю. Он очень простой и рациональный. У меня даже в горле пересохло. Я стал торопить ее. Рассказывай, Анастасия, быстро и понятно. Хорошо, только ты не волнуйся, а то при волнении воспринимать это тебе будет труднее. Принцип передвижения летающей тарелки основан на энергии выработки вакуума. Как это? Ты понятнее? У тебя слабый словарный запас, а чтобы понятно тебе было, я только им должна пользоваться. Сейчас добавлю, выпалил я, волнуясь. Банка, крышка, таблетка, воздух, и стал быстро назвать все слова, какие только на ум пришли в тот момент, и даже матом выругался. Анастасия прервала. «Не надо, я знаю все слова, которыми ты можешь выражаться, но есть еще другие, и вообще другой способ передачи информации. С его помощью я могла бы объяснить тебе за минуту, а так
Часа 2 может потребоваться. Это много. Мне хотелось бы рассказать тебе о другом, более значимом. Нет, Анастасия, рассказывай о тарелке, о принципе ее передвижения, об энергоносителях. Пока не пойму, не буду слушать ничего другого. Хорошо, продолжала она. Взрыв – это когда твердое вещество быстро превращается под каким-то определенным воздействием, газообразные или в ходе какой-нибудь реакции два газообразных вещества переходят в более легкие. Это, конечно, всем понятно. Да, ответил я, порох, если бы отжечь, превратится в дым, бензин в газ. Да, так примерно. Но если бы у тебя или у вас были более чистые помыслы и отсюда знание механизмов природы, вы могли бы давно же осознать, что если существует такое вещество, которое за одно мгновение может значительно расшириться, взорваться, переходя в другое состояние, то должен быть и обратный процесс. В природе это живые микроорганизмы, которые превращают газообразные вещества в твердые. Вообще-то все растения это делают только с разной скоростью и степенью твердости и прочности создаваемого. Посмотри вокруг, ведь они пьют сок земли, дышат воздухом, а вырабатывают из этого твердое и прочное тело, скажем, древесину или еще прочнее и тверже, скорлупу ореха или косточку, как у сливы. Невидимый глазом микроорганизм делает это с очень большой скоростью, питаясь как бы только воздухом. Вот эти микроорганизмы и являются двигателями летающей тарелки. Они похожи на микроклеточку мозга, только функционально узконаправленно. У них одна функция – движение, но выполняют они ее в совершенстве и могут разогнать аппарат до 1/19 скорости мысли среднестатистического сегодняшнего человека Земли. Они находятся с внутренней стороны верхней части летающей тарелки и помещены между двойными стенками ее. Расстояние между стенками примерно сантиметра 3. Верхняя и нижняя поверхность внешних стенах пористая, с микродырочками. Через эти дырочки микроорганизмы всасывают воздух, создавая при этом перед тарелкой вакуум. Струйки воздуха начинают затвердевать еще до соприкосновения с тарелкой, а пройдя через эти микроорганизмы, вообще превращаются в шарики. Потом эти шарики еще и увеличиваются примерно до полусантиметра в диаметре, размягчаясь и скатываются между стенок в нижнюю часть тарелки и снова распадаются на газообразное вещество. Их можно есть, если успеть это сделать до их распада. А сами стенки летающей тарелки из чего сделаны? Они выращены. Как это? Ну что ты удивляешься? Вместо того, чтобы подумать. Многие люди выращивают в разных сосудах гриб, который делает воду, в которую его помещают, вкусной и немножко кисленькой. Гриб этот принимает форму сосуда, в котором он находится. И этот гриб, кстати, очень похож на летающую тарелку. Он и стенки делает двойные. Если в его воду добавить еще один микроорганизм, произойдет затвердевание, но этот так называемый микроорганизм можно выработать или точнее зародить усилиями мозга, воли как бы яркого представления. Ты это сделать можешь? Да,
Только от них моих усилий будет недостаточно. Необходимо воздействие нескольких десятков человек, обладающих такими же способностями, и делать это нужно в течение года. А на земле нашей есть все необходимое, чтобы сделать или вырастить, как ты говоришь, эту летающую тарелку и микроорганизмы. Конечно, есть. На Земле есть все, что имеется во Вселенной. А как поместить микроорганизмы внутрь стенок тарелки, если они такие маленькие, что не видны? Когда верхняя стенка выращена, она сама их привлекает и собирает в огромном количестве, как соты привлекают пчел. Но и здесь требуются волевые усилия нескольких десятков людей. Ну какой смысл детализировать все это дальше, если вы все равно не сможете ее вырастить из-за отсутствия пока у вас людей, соответствующей воле, интеллектом и знаниями? А ты разве никак не можешь помочь? Могу. Так сделай это. Я уже сделала. Что ты сделала? Не понял я. Я рассказала тебе, как нужно воспитывать детей. И еще расскажу. Ты об этом расскажешь людям. Многие осознают это, и их дети, воспитанные таким образом, будут обладать интеллектом, знанием и волей, позволяющими сделать не только примитивную летающую тарелку, но и значительно большее. Анастасия, откуда тебе известно все про летающую тарелку? Неужели тоже через общение с растениями? Они приземлялись здесь, и я, как бы помогала им отремонтировать ее. Они намного умнее нас? Совсем нет. До человека им неизмеримо далеко. Они боятся его, не приближаются к людям, хотя и очень любознательные. Сначала они меня боялись. Мысленные парализаторы направляли. Все пыжились, испугать меня пытались, удивить. Я с трудом их успокоила и приласкала. Ну как же не умнее, если делают то, что человек еще не может? Что же здесь удивительного? Пчелки тоже выстраивают из природного материала невероятные конструкции с целой системой вентиляции, обогрева, но это не означает, что они выше человека по интеллекту. Во Вселенной нет никого и ничего сильнее человека, кроме Бога. Мозг – суперкомпьютер. Возможность создания летающей тарелки сильно заинтересовала меня. Если рассматривать только принцип передвижения как гипотезу, то и она является новой. Летающая тарелка, однако, механизм сложный и для нас, землян, не предмет первой необходимости. Поэтому мне захотелось услышать нечто такое, что было бы понятным сразу, чтобы это нечто не требовало каких-то изысканий ученых умов, а могло быть сразу применено на практике в нашей жизни, принести пользу всем людям. Я стал просить Анастасию дать решение какой-нибудь задачи, сегодня остро стоящей перед нашим обществом. Она согласилась, но спросила: «Так ты хоть как-то обусловь ее, задачу эту, как же я могу решить, не зная, что ты хочешь?» Я стал думать, что на сегодня наиболее актуально, и в голову пришли следующие условия задачи. Знаешь, Анастасия, в наших больших городах сейчас очень остро стоит проблема загрязнения окружающей среды. Там такой воздух, что дышать трудно. Так вы же его сами и загрязняете. Понятно, что сами. Ты послушай дальше, только не философствуй на предмет того, что надо самим быть чище, деревьев иметь больше и так далее. Ты прими все так, как есть сегодня.
и придумай нечто такое. Ну, к примеру, чтобы воздух в больших городах стал чище процентов на 50, и чтобы не требовалось для этого средств никаких из казны государственных, значит, и чтобы то, что ты придумаешь, было самым рациональным из всех мыслимых вариантов, и чтобы внедряемым было мгновенно, понятно мне и всем остальным. «Сейчас и попробую», — ответила Анастасия. «Ты все условия перечислил?» Я старался на всякий случай еще как-то усложнить задачу. Вдруг ее ум и способности действительно окажутся намного выше, чем допускают представления нашего разума. Поэтому и добавил: «Пусть придуманное еще и прибыль приносит». «Кому?» «Мне и стране тоже. Живешь ты на территории России, значит, всей России. Это значит деньги?» «Да, и много». «Прибыли, Анастасия? Ну, денег никогда много не бывает. Но мне их столько нужно, чтобы эту экспедицию окупить, и на новую хватило. А России...» Я задумался, а что, если и Анастасию как-то заинтересовать материальными благами нашей цивилизации? Спросил. «Ты себе ничего не хочешь?» «У меня все есть», — ответила она. И вдруг мне пришла идея. Я понял, чем можно ее заинтересовать. «Знаешь, Анастасия, пусть тобой придуманное столько денег принесет, чтобы все твои любимые дачники, садоводы по всей России могли бы семена бесплатно получать или на льготных каких-то условиях». «Здорово!» — воскликнула Анастасия. «Как хорошо ты придумал! Я сейчас же буду прорабатывать, если у тебя все. Как мне это нравится! Семена! Или у тебя еще что-нибудь есть?» «Нет, Анастасия, хватит пока». Я почувствовал, что ее вдохновила и сама задача, и особенно семена для ее дачников бесплатные. Но тогда я еще был уверен, что даже при ее способностях решить задачу с очисткой воздуха просто невозможно, иначе множество наших научных учреждений уже решили бы ее. Анастасия энергично, а не как всегда спокойно, улеглась на траву, раскинув руки. Согнутые пальцы подушечками смотрели вверх, и то двигались, то замирали, ресницы закрытых глаз вздрагивали. Она лежала так минут 20, потом открыла глаза, села и сказала: «Определила, но какой же это кошмар!» «Что ты определила? В чем кошмар?» «Самый большой вред наносят вам так называемые машины. Их так много в больших городах, и из каждой исходит неприятный запах и вредные для организма вещества. Самое страшное то, что они смешиваются с частичками земли или пыли, пропитывают ее. Движение этих машин поднимает пропитанную пыль, и люди вдыхают это ужасное месиво. Движение этих машин поднимает пропитанную пыль, и люди вдыхают это ужасное месиво. Оно разлетается, ложится потом на траву, деревья, покрывает все вокруг. Это очень плохо, очень вредно для здоровья людей и растений». «Конечно, плохо, но это и так всем известно. Только поделать никто ничего не может. Машина моющая есть, но они не справляются. Ты, Анастасия, ничего, абсолютно ничего нового не открыла, не придумала оригинального решения очистки». «Так я же только определила основной источник вреда. Сейчас буду анализировать, думать,
Мне нужно сосредоточиться надолго, может быть, даже на час, потому что я такими проблемами никогда не занималась. Чтобы не скучно тебе было, ты погуляй по лесу или... Да ты думай, найду я с чем заняться. И Анастасия ушла вся в себя. Вернувшись через час после прогулки по лесу, я застал ее, как мне показалось, неудовлетворенной, и сказал: «Видишь, Анастасия, тот и твой мозг не в силах что-либо поделать. Ты только не расстраивайся. У нас над этой проблемой много институтов научных работает, но они, как и ты, лишь констатируют факт загрязнения. Пока и они тоже ничего поделать не смогли». Она ответила несколько извиняющимся тоном: «Перебрала, думаю, все возможные варианты, но чтобы быстро и на 50% у меня не получается». Я насторожился. Она все же нашла какое-то решение. «А насколько же у тебя получилось?» – спросил я. Она вздохнула. «Не дотянула много. У меня получилось на 35-40%. «Что?» – не сдержал я восклицания. «Слабовато получилось, да?» – спросила Анастасия. У меня в горле пересохло. Чувствовал, она не может врать, преувеличивать или уменьшать сказанное. Пытаясь сдержать волнение, сказал: «Давай изменим условия задачи, пусть будет 38%. Рассказывай быстро, что ты придумала». «Нужно, чтобы все эти машины не только разбрасывали эту гадкую пыль, но и собирали ее». «Как это сделать? Говори быстрее». «Впереди, что там у них торчит такое? Как это называется?» «Бампер», — помог я ей. «Значит, бампер. Внутри него или под ним нужно приделать коробочку с дырочками в верхней ее части. Сзади тоже дырочки должны быть, чтобы воздух выходил. При движении этих машин потоки пыльного вредного воздуха будут попадать в передние дырочки, очищаться и выходить из задних дырочек. Будет уже очищенный на 20% воздух». «А где же твои 40%? «Сейчас эта пыль с дороги никак почти не убирается, а при таком способе ее будет становиться все меньше, так как она будет убираться каждый день и повсеместно. Я рассчитала, через месяц при помощи таких коробочек, если они будут установлены на всех машинах, количество грязной пыли уменьшится на 40%. Далее процент загрязнения не уменьшается, так как влияют другие факторы. Какого размера коробочки, что в них должно находиться, сколько дырочек и на каком они расстоянии друг от друга. Владимир, может, ты хочешь, чтобы именно я их прикрутила к каждой машине?» Впервые я увидел, что она обладает чувством юмора, и захохотал, представив, как Анастасия прикручивает к машинам свои коробочки. Она тоже засмеялась, обрадовавшись моей веселости, закружилась по поляне. Идея действительно была проста, остальное – дело техники. Уже сам, без Анастасии, я представил, как это все может быть: указы глав администрации, контроль автоинспекции, смена фильтров на заправочных станциях, сдача старых, контрольные талоны и так далее. Обычное решение, как с ремнями безопасности.
один росчерк пера, и во всех легковых машинах ремни, а тут один росчерк пера, и воздух чище, и предприниматели на заказ на коробочке будут бороться, и заводом работа, а главное, в итоге воздух чище будет. «Подожди», — обратился я снова к кружившейся, словно в веселом танце, Анастасии. «В коробочках-то этих что должно находиться?» «В коробочках? В коробочках? Ты сам немножко подумай, совсем просто это», — ответила она, не останавливаясь. «А деньги с чего появятся у меня и у дачников? На семена чтоб хватало?» Снова задал я вопрос. Она остановилась. «Ну как же чего? Ты просил, чтобы идея была самой-самой рациональной. Вот я и придумала такую, самую рациональную. По всему миру ее будут использовать в больших городах и платить России за эту идею так, что и на бесплатные семена хватит, и тебе будут платить. Только получать ты сможешь свое при определенных условиях». Я тогда не обратил внимания на ее слова насчет определенных условий, стал уточнять другое. «Так значит, патентовать надо? Кто же платить будет добровольно?» «Почему это не будут?» «Будут. Я процент сейчас назначу. От произведенных этих коробочек России 2%, тебе 1/100. Да что толку от твоего назначения? В чем-то ты сильна, а уж в бизнесе полный профан. Никто не будет платить добровольно. Даже по заключенным договорам не всегда платят. Если бы ты только знала, какое количество у нас неплатежей. Арбитражные суды перегружены. Знаешь, что такое арбитражный суд?» «Предполагаю, но в этом случае будут исправно платить. Тот, кто откажется, разорится. Процветать только честные будут. С чего это они разорятся? Ты, что ли, рэкетом займешься?» «Ну вот еще придумал, надо же!» Они сами, вернее, обстоятельства так сложатся вокруг обманщиков, что они разорятся. И тут меня осенила мысль, если учесть то, что Анастасия не может врать, и, как она сама говорила, природные механизмы не позволяют ей ошибаться, значит, она, прежде чем сделать такие заявления, должна была обработать в мозгу небывалый объем информации, сделать колоссальные арифметические расчеты, при этом учесть массу каких-то психологических факторов людей, которые будут причастны к ее проекту. На нашем языке она не только решила труднейшую задачу по очистке воздуха, но и составила, проанализировала бизнес-план. И все это примерно за 1,5 часа. Я решил уточнить некоторые детали и спросил ее: «Скажи, Анастасия, ты делала в уме какие-то расчеты, называя процент очищения воздуха, количество денег, которые должны поступать от производства твоих коробочек, установленных на машинах, от замены фильтров и так далее?» Расчеты делались и подробнейшие, и не только с помощью мозга. «Стоп, молчи. Дай мне высказать свою мысль. Скажи-ка, ты могла бы посоревноваться с каким-нибудь самым совершенным компьютером, скажем, японским или американским?» «Но мне это не интересно», — ответила она и добавила: «это же примитивно и как-то унизительно. Соревноваться с компьютером — это все равно, что
Ну как тебе объяснить? На примере понятном. Это все равно, что соперничать с протезом руки или ноги. Да и то не с полным протезом, а с частью его. У компьютера отсутствует главное. Это главное – чувство. Я стал доказывать обратное, рассказав, как у нас люди, считающиеся очень умными, уважаемыми в обществе, играют с компьютером в шахматы. Но когда ни этот, ни другие доводы ее не убедили, стал просить это сделать для меня и для других людей в качестве доказательства возможностей человеческого мозга. Она согласилась, и тогда я уточнил. Так значит, я могу официально заявить о твоей готовности посоревноваться в решении задач с японским суперкомпьютером? Почему с японским? Переспросила Анастасия. Потому что они считаются лучшими в мире. Вот как? Лучше уж со всеми сразу, чтобы ты потом не просил меня заниматься еще раз этим неинтересным делом. Прекрасно, обрадовался я. Давай со всеми, только задачу сформулируй. Хорошо, неохотно согласилась Анастасия. Но для начала, чтобы время не тратить на формулировку, пусть они и решат ту задачу, которую ты передо мной ставил. Подтвердят или опровергнуть мое решение. Если опровергнуть, то свое предложат. Жизнь, люди нас и рассудят. Прекрасно, Анастасия, молодец. Это конструктивно. А сколько ты считаешь нужно времени дать для решения этой задачи? Думаю, как тебе 1,5 часа для них очень мало будет. Давай 3 месяца. Пусть будет 3. Судьями предлагаю сделать всех желающих, когда их будет много. Тогда никто из корысти не повлияет на их оценку. Пусть так, но мне бы хотелось еще поговорить с тобой о воспитании детей. Анастасия считала воспитание детей главным и всегда говорила об этом с удовольствием. Моя затея соревноваться с компьютерами не вызвала в ней особого интереса. Однако я все же радовался, что заручился ее согласием. Вот теперь хочу призвать фирмы, выпускающие современные компьютеры, вступить в соревнования по решению вышеизложенной задачи. У Анастасии я решил уточнить. А какой же приз назначить победителю? Мне ничего не надо, ответила она. Почему ты о себе абсолютно убеждена в своей победе? Конечно, я же человек. Ну, хорошо, что ты все же можешь предложить фирме, занявшей первое место после тебя? Но я подскажу им, как усовершенствовать их примитивный компьютер. Договорились.